в этот раз, когда приехали в республику, конечно, не могли не приехать к нашему дорогому брату. Спасибо. И повидаться с вами. Спасибо. Председатель Совета муфтиев страны после приветственной речи у могилы первого президента Героя России Ахмата Хаджи Кадырова сделал дуа, затем прочитал суры из Корана. Как отметил председатель Совета алимов Республики СКФО Хожа Ахмед Хаджи Кадыров, первый президент делал все для благополучия своей родины. Он был национальным лидером, который вкупе с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным поставили направление деятельности нашего государства на нужные рельсы, чтобы побороть международный терроризм, который окопался на Северном Кавказе. Гость республики рассказал, что ему всегда отрадно посещать чеченскую землю. Также он добавил, что на этот раз у него особенная миссия. Это исторический день, историческое событие, иншаллах, завтра произойдет. Из рук в руки, как сказал хранитель священного Корана и реликвий нашего пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, лидер республики, глава республики Рамзан Ахматович Кадыров передает на вечное хранение в Москве, в столице нашего государства, реликвию, священный волос нашего пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Это всем мусульманам честь. Далее Равиль Гайнуддин направился в Шали, где идет строительство мечети. Она возводится в узбекском стиле. Гости осмотрели ход работы и отметили, что святыня впечатляет своими масштабами. Но я уверен, это будет очень красивая мечеть, потому что здесь стиль, дух того мадресе, где мы учились вместе с Ахмад Хаджи Кадыровым. Я в прошлом году В Бухаре у нас вот такие были худжира. Если заходишь, вот айван большой, площадь внутри мадресе, и на втором этаже были худжира, на первом этаже вот такие же классы. Двери. Там у нас были классы, аудитории, преподавательские, библиотека. В Аргуне гости встречает мэр города Ибрагим Тимирбаев. Заходя в мечеть имени Аймани Кадыровой, он рассказал, что главой республики созданы все условия для вероисповедания. Строятся мечети, школы хафизов, медресе. В свою очередь, Равиль Гайнуддин отметил, что Рамзан Кадыров – человек, с которого можно брать пример во всем. За короткое время произошли такие грандиозные изменения. Это доказывает именно того, что глава республики, наш брат Рамзан Ахматович Кадыров, понимает необходимость создания комфортных условий духовного подъема народа и делает все для того, чтобы удовлетворить вот эти потребности людей. После совершения коллективного намаза делегация направилась в столицу Чечни. Здесь, в школе хафизов имени Хеды Кишиева, ему подробно рассказали, в каких условиях учатся будущие хранители священного писания. Гость был приятно удивлен увиденным и услышанным. На месте алимы продемонстрировали ему свои знания чтения Корана. В школе хафизов обучаются 5 групп по 20 человек. Ежедневно часами с ними занимаются опытные богословы. Гость преподнес центру по изучению Корана ценный подарок. Мы сейчас в России сделали с арабским оригиналом текста, русским переводом и комментарием на русский язык на 1888 страницах новый перевод и комментарий Корана. Равиль Гайнуддин отметил, что отрадно знать, что в Чеченской республике есть свои школы, где выпускаются хафизы, и добавил, что знания Корана приобретаются лишь по милости Всевышнего. Элина Дадаева, Дани Хабхаров, новости.